Девочки, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Карина, кто еще меня не знает, и сегодняшнее видео будет совместно с несколькими девочками-блогерами, бьюти-блогерами. Их ссылки на видео и на их каналы я оставлю в инфобоксе, так что можете перейти и посмотреть также их видео. И тема этого видео будет топ-5. Тема у каждого блогера будет разная, вы можете посмотреть, что девчонки вам расскажут о их любимых топ-5 продуктов, для чего они их используют и так далее. А моя тема — это топ-5 моих любимых палеток теней. И давайте приступим. И первое, что я хочу вам показать, это моя, я не знаю, это номер один из всей моей косметики, которая у меня есть. Именно из палеток, не однушек. Это палетка от Sleek Makeup. Я делала уже и обзор, и макияж с этой палеткой. Я обещала сделать еще один макияж, но пока еще у меня времени нету. Называется Sleek Makeup I Divine Palette Oh So Special. Это, наверное, самая такая универсальная, самая известная палетка, вот с таким огромным зеркалом. Не знаю, сейчас меня увидите там. Так, и цвета, видите, она у меня такая уже в полном использовании. Уже какие-то цвета так постирались немного, и вся она такая уже пыльная. Не привела ее в порядок специально для видео, потому что только что делала макияж с ней. Замечательная. Я хочу взять еще также остальные палетки от этой косметики, потому что, я не знаю, я в полном восторге. Здесь есть и матовые, и с шиммером тени. Замечательно, можно сделать любой макияж, какой вам только вздумается. Можно светлый, блестящий, матовый, вечерний, дневной, то есть вообще абсолютно любой. Можно нарисовать все, что хотите. Цвета передаются очень хорошо. Поначалу я была негативно настроена к матовым, некоторым светлым, но потом я, оказывается, нашла кисть, которая мне лучше всего подходит для матовых теней. Это из натурального ворса. А для теней, которые вот шиммерные, я использую кисть с искусственным ворсом. Так что я к ней уже настолько привыкла, она у меня сейчас самая-самая ходовая. Так что я советую. И она стоит очень дешево, где-то 10-11 евро. Не знаю в России, как это перевести, но тоже, в принципе, она в России недорогая. Супер вещь, советую. И зеркало замечательно, и с собой ее классно брать, то, что она вот такая плоская, она поместится в любую маленькую сумочку, даже везде. Советую. На втором месте у меня палетка от Sephora. Вот так она выглядит, такие нюдовые тоже цвета. Но видите, она у меня уже почти закончилась, ей уже года 2, наверное. Я ею тоже активно пользовалась до того, как я покупала какие-то новинки, да, потому что мне вот эта палетка, я ее покупала изначально из-за вот такого коричневого матового цвета, который очень пигментированный, очень хорошо наносится и смотрится, и не скатывается. И также сильно использовала вот эти вот два светлых цвета, они немного с шиммером, но таких блесток в них нет. Вот эти два оставшиеся, коричневый, такой бежевый и чуть-чуть темнее, как чуть-чуть бронзоватый, наверное, я их не сильно использую, если честно, потому что я раньше не любила цвета с шиммером, тени с шиммером, но сейчас я уже как-то пересмотрела, наверное, стала более как-то приспосабливаться к разным макияжам, и поэтому я ее не выкинула, даже то, что она у меня практически закончилась, и, возможно, я возьму еще одну такую же, если они еще есть в производстве, конечно, так что тоже классные тени, особенно вот если вы любите коричневый, матовый, я советую обратить внимание, тоже классная вещь. Следующая палетка, я покажу вам тоже опять от Sleek, вот такая, покупала ее в Sephora, я ее не заказывала с официального сайта, покупала в Sephora, тоже с большим зеркалом.
Здесь есть две кисточки, большое зеркало также на всю коробку. И чем мне нравится эта палетка, потому что в ней также мои, в принципе, любимые цвета, такие нюдово-коричневые. Да, у меня большинство палеток в этой гамме, потому что другие цвета мне просто не идут. И здесь еще есть двое румян, одни такие розовые, больше на лето, я бы сказала, а вторые такие оранжево-коричневые, как бронзер нет, мне все-таки кажется, они как-то светловаты, возможно, да, для лета будут лучше, пока я вот этим цветом не пользуюсь, но летом обязательно буду. И также здесь светлый, такой светло-бежевый шиммером и светло-бежевый матовый, и также коричневый матовый, коричневый шиммером. Тоже очень хорошо делать с шиммером, который коричневый подводку, тоже классный макияж получается, если очень быстро надо накраситься, тоже эта палетка в помощь. И если в поездку куда-то, чтобы не тащить с собой очень много косметики, можно взять одну эту палетку. Следующая палетка у меня вот такая, заказывала ее на сайте Buying Coins, она продается на всех китайских сайтах, она есть, где-то примерно $5, 5-6 долларов она стоит. Несмотря на то, что она дешевая и китайское, качество меня ее вполне устраивает здесь. И брала я ее почему? Потому что все цвета здесь матовые, только из-за этого она меня и привлекла. Насчет качества я не была уверена, но я смотрю, многие девчонки также ею пользуются, и она многим очень нравится. Цвета, тени вот эти, когда наносишь, они не пылят, они хорошо, большинство из цветов хорошо пигментированы, особенно у меня в ходу белый вот такой матовый, то есть хорошо подправлять, когда убирать, растушевывать, то есть убирать какие-то излишки теней, если у меня получились, да. Черный также можно использовать в качестве подводки, либо затемнять уголок глаза. В качестве подводки можно использовать как на сухую, так и с таким средством, который делает стойкую подводку, такая жидкость, по крайней мере у меня она есть, Lock and Seal от Elf, которую заказывала на iHerb. И также некоторые цвета, то есть здесь много-много коричневых, бежевых цветов можно подобрать чтобы подводить брови, заполнять брови себе кисточкой. Цвета классные, под любые, даже если взять для бровей, под любые брови, под любую, не знаю, будь вы блондинка либо брюнетка, можно все это подобрать. И цвета, да, замечательно, для нюдового макияжа, для вечернего макияжа тоже классный, несмотря на то, что она такая дешевая. И последняя палетка, которая входит в мой топ-5, это палетка от Catrice, Absolute Nude называется. Заказывала я эту палетку не сильно давно, месяца 2 назад. То есть у меня еще одна есть от Catrice также, но она поменьше, для Smoky Eyes. Но мне как-то все равно вот это вроде как побольше нравится, потому что здесь побольше цветов. Единственное, не нравится то, что нет зеркала. Если было бы зеркало, было бы еще круче. Цвета от самого светлого идут к золотому и коричневому, то есть, ну это да, это уже не к вечернему макияжу, это такой нюдовый дневной макияж. Цвета шиммерные, но они, мне кажется, не настолько сильно пигментированы, поэтому все-таки лучше их наносить на базу для теней, для век. И что мне нравится, то есть то, что также есть, в принципе, много цветов. Если использовать отдельно какие-то черные тени, например, либо какие-то однушки темные, да, темного цвета, и с собой иметь одну подводку, то есть тоже в походном таком варианте, либо в косметичке иметь в машине, либо в сумке, тоже неплохой вариант. Тоже все, это мои все были 5 палеток, которые я вам хотела рассказать. И сейчас можете переходить, если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И также переходите на видео девчонок,
которые вы найдете в инфобоксе, и посмотрите, какие они предлагают вам свои продукты топ-5. А сейчас я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр и пока-пока!